Ну, вы знаете, самая большая река Якутии какая? Лена. Вот название Лены носит наш музей. Ленский называется. Ленский историко-архитектурный музей-заповедник «Дружба». Историко-архитектурный. Тема нашего музея – история якутского народа и русского народа, который здесь и связано с так называемым историческим событием вхождением Якутии в состав России. Русские прибыли в составе 30 человек, но во главе с Бекетовым и начали строить тут остров. А место и Тойон-Бараонский Логой называется. Их встретили дружелюбно с приветствием и разрешил построить здесь остров, будущий город Якутск. Таким образом здесь началась дружба якутского и русского народа. Вот почему музей носит название Ленинский историко-архитектурный музей «Дружба». И вы прибыли сюда. Я вас приветствую, как активных будущих деятелей культуры и искусства. Вы составляете, оказывается, я узнал, так сказать, корреспондентами газеты «Кескиль Юность». Я тоже когда-то начал свою литературную деятельность корреспонденции в газете «Крым». В 1924 году первую статью написал в газету «Крым». Тогда я тоже учился. И вот вы начали именно так, тоже с корреспондентской деятельностью. Но ваша профессия довольно разная, оказывается. Собрались вокруг газеты «Кескиль» бывшего Балямбол. Я был 1928 года фотографом был. Значит, тоже мне так примерно, вы тоже занимаетесь фотографией, а снимки, которые я делал в 1926-28 годах, тоже у меня сохранились. Да, некоторые из вас пишут, и рассказы надо понимать, и стихи. Я тоже писал в свое время, уже вот эту балку. Потом искал и не нашел это стихотворение, у меня потеряно. Так что вот и у вас должно быть, начинается с стихотворений тоже, рассказов. Так что вы идете, мы все молодые люди начинаем свою жизнь, деятельность, вот именно с писанины и так далее, с фотографий, стихов и так далее. Я вас приветствую, молодые таланты. Начинайте этот путь и кончайте так, чтобы было красиво и хорошо.